Всем привет! Это Киноалания. Лето у нас закончилось, а осень по традиции должна принести уйму крутейших фильмов. О первых премьерах сентября будем говорить прямо сейчас. Уже догадались, какая у нас главная новинка недели? «Оно 2» уже вовсю идет на больших экранах. Фанаты ужастиков выстраиваются за билетами, чтобы вновь увидеть клоуна Пеннивайза и до чертиков испугаться. Спустя 27 лет члены клуба неудачников вынуждены вернуться в родной городок Дерри. Здесь опять творятся странные дела. Стены зданий буквально залеплены фотографиями пропавших детей, а значит, злой клоун вновь вернулся и жаждет крови. В детстве именно клуб неудачников дал бой жуткому Пеннивайзу. Теперь же им предстоит разобраться с чудовищем навсегда. По сути, новое «Оно» очень похоже на первую часть, вот только теперь все герои выросли, и теперь у каждого свои личные проблемы и драмы. А еще новая часть стала страшнее и гораздо кровавее. Режиссер даже говорил о том, что во время съемок они использовали рекордное количество искусственной крови. Одна из сильнейших сторон фильма – это, конечно, актерский состав. Авторы умудрились собрать для второй части поистине убойный каст. Джеймс Макэвой и Джессика Честейн – пара поистине топового уровня. Они играют Билла и Беверли и делают это ой как круто. А еще к своей роли вернулся Билл Скарсгард. В гриме Пеннивайза он все такой же жуткий и все так же жрет всех подряд. Кстати, именно предыстория жуткого клоуна станет одной из важных сюжетных линий. Нам предстоит узнать, что такое «Оно» и Пеннивайз и откуда они, собственно, взялись. Те, кто читал книгу Кинга, и так знают ответ на этот вопрос, а остальным будет интересно. Еще один актер, о котором я не могу не упомянуть, это Исайя Мустафа. Он играет Майка, того самого, который остался в городе и в нужный момент собрал всех остальных членов клуба неудачников. Почему я о нем вспомнила? Да потому что вы все его знаете. И вот откуда. С гелем Old Spice твой конь едет вперед. Даже задом наперед. Но все же главной звездой фильма все критики в один голос называют Билла Хейдера, который сыграл взрослого Ричи Хозиера. Некоторые даже всерьез требуют для него Оскар. Если вдруг вы не в курсе, Хейдер – это комик, известный по многим шоу и комедийным фильмам. Он впервые ввязался в ужастик, и, кажется, результат превзошел все ожидания. Еще один важный плюс – это атмосфера. Режиссер Энди Мускетти и во второй части сумел сохранить это ощущение гнетущего страха. Вам будет страшно буквально каждую минуту, и в большинстве случаев эти страхи будут обоснованными. Кстати, бояться вам придется очень долго. Итоговый хронометраж второй части «Оно» – 2 часа 49 минут. В итоге, второе «Оно» определенно заслуживает вашего внимания. Каждый, кто смотрел первую часть, точно захочет увидеть новую битву клуба неудачников со злом. Это будет почти 3-часовой хоррор с небольшими вкраплениями действительно смешных шуток и драмы. Идти ли? Определенно да. Но не Пеннивайзом единым на этой неделе в кино покажут еще несколько фильмов, каждый из которых точно заслуживает внимания. Итак, встречайте Киру Найтли и ее опасные секреты. Главная героиня фильма – сотрудница британской разведки Кэтрин. Она обнародует засекреченное электронное письмо, в котором американское и британское правительство обличаются в незаконном вторжении в Ирак. Кэтрин обвиняют в нарушении закона о государственной тайне. Под угрозой ее жизнь, свобода и брак, но ей необходимо отстоять свои убеждения. А еще на больших экранах стартует «Одесса». События, как вы догадались, происходят в Одессе летом 70-го. Московский журналист Борис прилетает вместе с сыном к своим тестю и теще. Но в этот же день в Одессе объявляют холерный карантин и город закрывают. В итоге московский зять погружается в мир, измененный серьезной опасностью. Вскроются семейные тайны, произойдут невероятные события и случится большая запретная любовь. Ну и еще одна новинка – комедия «Жара». Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в телешоу. Даша жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером и по совместительству молодым человеком, она сбегает. В сказочном городе ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту. Ну а еще есть около десятка фильмов, которые тоже надо бы успеть посмотреть. Вот, ловите нарезку.
Сегодня мы половину выпуска говорили о фильме по книге Стивена Кинга и подумали, почему бы и в этой рубрике не продолжить тему экранизации великого мастера ужасов. Мы долго решали, какой именно из фильмов по Кингу посоветовать, ведь вариантов у нас море. У нас «Зеленая миля», «Мгла», «Кэрри», «Кладбище домашних животных», «Побег из Шоушенка». Да ведь этот список можно продолжать бесконечно. Вот только выбрали мы в итоге не одну из этих картин, а триллер, который объективно считается одной из лучших экранизаций Кинга. Итак, сегодня советуем посмотреть или пересмотреть «Мизери». Есть у нас писатель, зовут его Пол Шелдон. Однажды в жуткий снегопад он попадает в аварию в горах. Его спасает медсестра Энни Вилкс. Она привозит писателя к себе домой и помогает прийти в себя. Выясняется, что Энни – ярая поклонница книг Шелдона, и наш герой ой как ошибается, если думает, что она отпустит его просто так. Ведь Пол придумал концовку для нового романа, которая совершенно не устраивает его поклонницу, и она готова на все, чтобы исправить ситуацию. Не забывайте, это Кинг, и именно в этой экранизации атмосфера страха и напряжения передана невероятно сильно. Помогает отличная режиссура и просто потрясающая актерская игра. Кстати, актеров в фильме всего двое, и они, по сути, тащат на себе весь фильм. Джеймс Кан, играющий Пола Шелдона, делает все идеально, но даже ему не под силу переплюнуть Кэти Бейтс, которая создала мощнейший образ сумасшедшей поклонницы номер один. Перепады настроения, истерики, ребячество, милое лепетание. Каждая сцена с ней как пример чистого безумия. За эту роль Кэти Бейтс получила Оскар и Золотой глобус. И именно она, по сути, главная звезда этого фильма. Без нее «Мизери» вряд ли можно было бы назвать действительно крутой экранизацией. «Мизери» – кино, сделанное с большим уважением к творчеству Кинга. На выходе мы получаем шикарный триллер с сильнейшими актерскими работами. Поверьте, после него вы точно не захотите, чтобы у вас появились фанатки, а то вдруг они окажутся такими, как Энни. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.